Сегодня Зиаудин Дарбазанов начал делать первые шаги после сложной операции. Месяц назад он поступил с инсультом в отделение сосудистой неврологии. При обследовании пациента врачи также выявили сужение сонной артерии. Пришлось действовать решительно. Так, после хирургического вмешательства больному удалили 3-сантиметровую бляшку. Это жировое образование, которое со временем образуется на стенках артерии, снижая их проходимость и однажды может вообще прекратить ток крови. Выполняем эверсионную каротидную эндостерэктомию, хотя бляшка более 3 сантиметров мы решили сделать эверсионно, потому что бифуркация была низкая. Вот она бляшка, сейчас она должна у нас сойти. Вот так. Ювелирная работа. Эта операция в руках опытных специалистов безопасна и, как правило, не сопровождается осложнениями. Теперь риск повторного инсульта снижен, а пациент уже на следующий день чувствует себя отлично. Пациентов с такими диагнозами врачи ставят на ноги всего за несколько дней. Нейрохирургическое отделение – одно из 4 на базе Центра сердечно-сосудистой хирургии. Здесь оказывают круглосуточную помощь, будь то консультация или же лечебная диагностика, как больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, так и с другими синдромами. С открытием регионального сосудистого центра стало возможным лечить данную категорию больных у нас в республике, в этом же отделении. Чем помогло это отделение? С тем, что здесь есть практически все методы обследования, которые есть за пределами нашей республики. Это то же самое дуплексное сканирование сосудов, это то же самое КТ с контрастом, которое выявляет поражение сосудов. Раньше на такие условия никто и не рассчитывал. Старое отделение сердечно-сосудистой хирургии располагалось в приспособленных помещениях больницы. В нем было порядка 70 койко-мест. В новом центре их около 80. Новый центр сердечно-сосудистой хирургии открыли в январе этого года. С того самого момента жителям больше не приходится выезжать за пределы региона. Объект построен в рамках федеральной целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. Его проектная стоимость составила порядка 46 миллионов рублей. Первый этаж центра отвели для приема пациентов. Здесь работают специалисты всех направлений. Мы их здесь принимаем. Есть все специалисты, кардиологи, неврологи по специальности, УЗИсты. У нас есть палата интенсивной терапии, если больной находится в крайне тяжелом состоянии. Делаем, если больной нуждается, проводим ангиографию. И по купированию состояния переводим его в профильное отделение. Если больной с ОКС, то в кардиологию. Если с ОНК, то есть инсультные больные, переводим в неврологическое отделение. Тем временем на операционном столе отделения рентген-хирургии новый пациент. Сюда поступают сразу после приемной. С помощью ангиографа исследуют сосуды пациента. Процедура безболезненна. С помощью специальной трубки окрашивают сосуды. И картина на мониторе вырисовывается, как на масле. Мы ему провели коронарографию, увидели, что сосуды у него все проходимы, никаких проблем там нету. Да, сняли этот диагноз, острый коронарный синдром, то есть нестабильная стенокардия. И сейчас его отправим обратно. Вот если вы поставите и посмотрите сюда, то мы здесь все это увидим. Вот это получается, сейчас я постараюсь вам все это показать. Можно я указку возьму? Ага. Вот наш катетер, да, вот он заводится через руку. И поэтому он вводится прямо в устье коронарной артерии. Вот уже начинается сама артерия, да, вы видите, и эта артерия участвует в кровоснабжении сердца. То есть вот мы вводим этот препарат, который окрашивает нам сосуды. Мы видим, что это в частности правая коронарная артерия, она проходима, без каких-то там поражений, без стенозов, без тромбирования. Лучше переоценить ситуацию, чем недооценить. Девиз врачей. В случае с этим пациентом специалиста понадобилось всего 15 минут для обследования. Диагноз – здоров. Мокиги нахуй болыч, я бол бихожи, чтоб куда-то не ездить, то есть ахалч.
Для пациентов, которые перенесли инсульт, в центре открыт реабилитационный тренажерный зал. Магомед Исмурзиев в свои 84, несмотря на болезнь, регулярно совершает марш-броски на беговой дорожке. Тем более, если доктор прописал. К нам очень внимательно относятся и врачи, и персонал. Очень чисто, уютно. Доброжелательные люди здесь очень. Я вот неделю здесь, я чувствую себя значительно лучше, чем я сюда поступал. Так что я им очень благодарен. Я могу сравнить условия в этой больнице с другими, где мне пришлось побывать. Здесь значительно лучше. И обслуживание хорошее. Я очень доволен. Можно позаниматься, да, врачом? Да, это просто великолепно. Такие тренировки помогают быстрее реабилитировать пациента, ведь тренажеры воздействуют на все группы мышц. Занятия, естественно, проходят под наблюдением врачей. После инсульта у нас тоже, она была с левосторонним глубоким гемипарезом, но сейчас она у нас намного лучше, то есть она практически сама передвигается, сама себя обслуживает, ни в ком не нуждается. Есть, конечно, легкий такой гемипарез сохраняется, но тем не менее Люба намного лучше, правда же? Конечно, да, конечно, намного лучше. Да. Люба занимается на лыжном тренажере и получает свое основное лечение. Кардиология, неврология, сосудистая хирургия и рентген-хирургия. Все это стало возможным благодаря созданию современной инфраструктуры для оказания медпомощи. Это одно из основных направлений нацпроекта здравоохранения, который успешно реализуется в регионе. Нацпроект здравоохранения – это не только современное медоборудование, но и увеличение числа врачей, а также самые комфортные условия для больных. В этом году в рамках проекта в селах Джайрах, Датых, Ярамхи будут созданы 3 фельдшерско-акушерских пункта. Головные боли, учащенное сердцебиение, сжимающие боли в области сердца. Все эти симптомы говорят о том, что самое время бить тревогу. Ошибочно полагать, что нарушения в работе сердца и сосудов связаны только с возрастом. Так что гипертонию, к примеру, можно сейчас встретить и у подростка, а значит и здоровье лучше беречь с молоду. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.